Крымский вечер. Всем привет! В эфире радио «Крым Реалии», «Крымский вечер». В студии работает Сергей Макрушин. Сегодня центральная тема нашего эфира посвящена Дню Конституции Украины. Поговорим сегодня об основном законе Украины, о том, какое место в нем занимает Крым и насколько актуальны дискуссии об изменении статуса Крыма в то время, пока Киев не вернул контроль над международно признанными границами. Итак, начинаем нашу беседу. Я напомню, что видеотрансляцию наших эфиров мы ведем на Facebook и YouTube платформах Крым Реалии. Оставляйте комментарии к происходящему в нашем эфире. Итак, 28 июня отмечается День Конституции Украины. Празднуется он ежегодно в честь принятия Конституции Украины в тот же день 1996 года. Принятие Конституции произошло на 5-й год после провозглашения независимости Украины. До этого времени использовали Конституцию Украинской Советской Социалистической Республики. Депутаты работали всю ночь с 27 на 28 июня, в целом непрерывно 23 часа. Голосовали. Во время голосования «за» высказались 315 народных депутатов. Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет, территориальную целостность, стало важным шагом в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене. Ну и, конечно же, одним из центральных аспектов нашего сегодняшнего разговора будет раздел 10 Конституции Украины. Это Автономная Республика Крым. Поговорим о том, какое место сегодня занимает Крым в Конституции Украины и насколько то, что записано в Конституции Украины, конечно же, соответствует действительности и насколько могут быть своевременными вопросы о том, чтобы в этой части что-то в Конституции Украины менять. Ну что же, мы начнем наш разговор, и первым нашим собеседником сегодня станет Александр Севастьянов, крымский историк и политолог. С нами на связи по телефону. Александр, здравствуйте. Добрый день. Итак, давайте поговорим о том, как встраивалась, вот эта вот глава 10 в Конституцию Украины, как встраивалась крымская автономия в основной украинский закон. Давайте поговорим об этом, потому что на момент 96 года ведь Крымская Конституция, она противоречила той Конституции, которая была принята Верховной Радой Украины. На момент 1996 года в Крыму уже сменилось две конституции. То есть первая конституция 92 года, вторая конституция 95 года. И учитывая то, что обе эти конституции готовились еще без, скажем так, варианта украинской конституции, конституции Украины, а действовала конституция УССР там с различными поправками, то, конечно, неизбежным было различное трактование многих положений, многих норм. И, в принципе, как таковое понятие Республика Крым, Автономная Республика Крым, она трактовалась разными органами власти, разными уровнями власти по-разному. То есть, в принципе, вот тот процесс сначала распада Советского Союза и, соответственно, становления государственности, он в Крыму и в Украине происходил такими, знаете, я бы сказал, даже, можно сказать, что параллельными темпами, параллельными процессами. И в этих процессах было очень много противоречий, несоответствий. И вот, собственно говоря, пока Украина не приняла Конституцию в 1996 году, не было возможности каким-то образом это соотнести. Вот после этого начался процесс, собственно говоря, соотнесения Конституции Республики Крым и вообще вот тех полномочий, которые есть у Республики Крым тогда, с тем, что записано в Конституции Украины. Потому что доходило даже до того, что, например, в Крыму писали Республика Крым, а в Украине, скажем так, писали в украинских законах, писали Автономная Республика Крым. И бывало, что писали с маленькой буквы слово «автономная», а бывали с большой. То есть даже вот в таком
виде, это имело свои противоречия и несогласованности. Но не только в заглавной, да, букве скрывались противоречия. Давайте поговорим, наверное, об этом подробнее. Насколько вообще гармонично, да, была вписана конструкция автономии в Конституцию унитарного государства. И раз уж мы заговорили, да, о разночтениях и разных взглядах, да, давайте поговорим вот о тех моментах, вокруг которых, наверное, и возникал чаще всего спор Симферополя и Киева. Ну, можно сказать, начать, точнее, с самого начала, что сама по себе автономия, как таковая, собственно говоря, она, несколько досталась в наследство Украине от Советского Союза, от УССР, потому что крымская автономия была восстановлена еще во времена существования СССР и утверждена еще Верховным Советом УССР, поэтому вот независимой Украине надо было каким-то образом с этим разбираться. Это на самом деле непростая такая юридическая и политическая коллизия, которую на тот момент, вот будем говорить, обязательно очень важно понимать, что на тот момент, я считаю, что украинская и крымская элита смогла решить достаточно достойно и без какого-то обострения, потому что все-таки украинское руководство видело примеры конфликта региона с центром, да, в других странах, то есть Абхазия, Грузия, Приднестровье, Молдова и так далее, да, и поэтому вот такого обострения, конечно же, украинское руководство не хотело, это могло бы привести к затяжному и серьезному конфликту. Разночтения касались прежде всего полномочий, то есть насколько отдельный регион может быть автономным в прямом смысле этого слова, насколько он пользуется отдельными особыми статусами в политическом, в экономическом смысле. И, конечно же, крымская элита 90-х годов была настроена на то, чтобы не только обладать особым экономическим статусом или статусом в культурных или гуманитарных вопросах, но и, конечно же, и в политических. То есть речь шла и о внешнеэкономической деятельности, и, в общем-то, о возможности внешнеполитической, международной деятельности Республики Крым. Да. И, конечно же, украинское государство должно было это каким-то образом привести в норму, и этот вопрос не пустить на какой-то самотек, чтобы это не было поводом для каких-то сепаратистских моментов. Да? Я считаю, что, в общем-то, то, что прописано было в 10-м разделе на момент 96-го года, это было достаточным и оптимальным вариантом того, что можно было на тот момент прописать. Да? Потому что, столкнувшись с практикой государственного строительства времен, например, президента Мешкова в Крыму, неизбежно, конечно же, украинское государство не могло не реагировать на такие практики. Да? Вот необходимо было это все однозначно развести, да, каким-то образом, я бы сказал, урегулировать. И, в общем-то, та конструкция власти и отношений центральных органов власти и крымских органов власти, прописанная в Конституции 96-го года, она была, в общем-то, дееспособной и, я бы сказал, оптимальной. Если посмотреть стенограмму голосования за Конституцию, да, по статьям, по разделам, то если касаться 10 раздела статьи Конституции, то уже тогда в парламентском зале звучали предложения 10 раздел из Конституции, собственно, убрать, а Крыму дать статус обычной области. Тогда понятно, что большинства, да, какой-то поддержки это предложение не получило, но после того, что случилось в 2014 году, эта идея стала звучать гораздо чаще, но история, конечно же, не терпит сослагательного наклонения, да, и очень неблагодарное занятие рассуждать, а что было бы, если бы, да, но можно ли сказать, что то, что произошло в 2014 году, оно каким-то образом опиралось на те нормы, которые прописаны в Конституции Крыма, да, и было заложено в тот статус Крыма, да, который обозначен в Конституции Украины? Вы знаете, в принципе, если бы в 96-м году некие предложения, которые тогда имели место быть там от фракции Народного Руха, от других правых и национал-демократических объединений о том, чтобы автономию ликвидировать и область сделать, да, я думаю, что они бы спровоцировали бы, сыграли бы, точнее, роль детонатора вообще в этом вопросе, потому что, нелогично выглядит. УССР, правопреемницей которой является независимая Украина, признает автономию. Ее восстанавливает и легитимизирует, а потом отменяет.
То есть, безусловно, это бы только привело бы к эскалации противостояния крымской элиты и общества, большинства общества с украинским руководством. Поэтому, конечно, то, что тогда эта идея не получила поддержки, это и не было вот таким образом вписано в Конституцию, это, в общем-то, победа здравого смысла, что автономный статус был введен в Конституцию. А события 2014 года, они не имеют никакого отношения к Конституции Украины и Конституции автономной Республики Крым, то есть к статусу Крыма, потому что они не являются сугубо внутриукраинским процессом. То есть то, что происходило в Крыму в 2014 году, есть как бы столкновением интересов и практик, и действий разных государств. Поэтому здесь абсолютно нет никакой связи с Конституцией, с конституционным процессом. Есть еще одна дискуссия, которая, конечно же, очень важна в разрезе тех тем, которые мы сегодня поднимаем. Это возможные изменения в Конституцию Украины, да, в будущем, которые касаются Крымского полуострова, автономной республики Крым. На данный момент именно так записано, да, в 10 разделе. Вот эта статья 134, автономная республика Крым является неотъемлемой составляющей частью Украины. Вот хотелось бы поговорить об актуальности того, что записано в этом разделе. Но перед началом нашей беседы давайте послушаем комментарий Эскендера Бариева, главы Крымско-татарского ресурсного центра, члена Меджлиса крымско-татарского народа. Задали мы ему несколько вопросов. И первый вопрос звучит так. Какое место занимает Крым в Конституции Украины? Насколько 10 раздел соответствует, да, нынешнему времени, окружающей нас действительности? Давайте послушаем и продолжим. Я хочу поздравить всех украинцев с Днем Конституции, потому что это очень важный день, и то, что у нас есть Конституция, основной закон страны, это очень важно. И в свое время, в 1996 году, мы активно работали в Крыму, организовывали форум в поддержку принятия данной действующей Конституции для того, чтобы все-таки наша страна была правовым государством и, соответственно, действовал основной закон Украины. Тогда, когда мы поддерживали данный текст Конституции, данное содержание, тогда были определенная политическая ситуация, и мы понимаем, что особенно прокоммунистические силы, а их было очень много, они были против принятия подобной конституции. Поэтому, когда мы поддерживали то, что есть в данной конституции упоминание про коренной народ, мы поддерживали то, что в 92 статье говорится о том, что коренной народ может, вернее, регулироваться отдельными законами права коренного народа и национальных меньшинств. Ну и, конечно же, 10 раздел Конституции, он остался на тот момент открытым, с которым мы не совсем были согласны, потому что на самом деле 10 раздел Конституции, он противоречит другим разделам Конституции, и в преамбуле Конституции, где четко сказано, что Украина является унитарным государством. То есть в унитарном государстве не может быть административной, именно территориальной автономии по административному принципу, по территориальному принципу. И, конечно же, здесь нужно вносить изменения, обязательные дополнения в этот 10 раздел. В унитарном государстве может быть национально-территориальная автономия в связи с тем, что на той или иной территории есть специфика, то есть проживают коренные народы, которые могут внутренне самоопределиться в данном государстве, именно выполняя их право на самоопределение, вернее, исполняя их право. Поэтому я думаю, что, конечно же, украинское общество, украинская экспертная среда и украинский политикум созреют к этому моменту, чтобы все-таки внести изменения в 10 раздел Конституции и внести изменения и привести в соответствие, чтобы это была не республика по территориальному принципу, чтобы это была автономная республика Крым как форма права на самоопределение коренных народов Украины и защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Крыму. Напомню, что это был комментарий Эскендера Бариева. Напомню, что с нами на связи Александр Севастьянов, крымский историк и политолог. Александр, и вопрос я вам задам вот такой. Да, было сказано в этом комментарии, и далее мы с Эскендером Бариевым поговорили подробнее о перспективах создания крымско-татарской автономии, но это один из вариантов, которые предлагаются, да, что делать дальше со статусом Крыма в украинской конституции. Итак, первый вариант — это создание национальной автономии, да, крымско-татарской
украинской, как коренного народа в Крыму. Второй вариант — это, опять же, то, что звучало и ранее, да, о чем я уже говорил, это упразднить вообще какой-то автономный статус и сделать Крым областью. И третий вариант — это ничего не делать со статусом Крыма, ну, хотя бы, да, пока у Киева нет контроля над своими границами в Крыму, да, как они признаны международным правом. И вот такой вопрос к вам. Как вы считаете, насколько состоятельны разговоры об изменении статуса Крыма в украинской конституции до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над своими границами? Ну, я бы, в принципе, поставил бы вопрос, ну, в общем-то, несколько иначе. То есть мы имеем несколько реальностей юридических. Есть юридическая реальность российского законодательства, она известна в Российской Конституции и в законах Российской Федерации однозначно прописан статус Крыма как неотъемлемой части России. В Украинской Конституции прописано, что это неотъемлемая часть Украины, а международного сообщества этот вопрос открытый, потому что нет признания изменения статуса Крыма, то есть он трактуется как часть Украины, но при этом, собственно говоря, мы знаем ситуацию де юре и ситуацию де факто, да, на сегодняшний момент. Поэтому я бы ничего бы не трогал, я бы ничего бы не менял, потому что любое изменение, даже вот, ну, сегодня, вот, допустим, что-то поменять в Конституции Украины, во-первых, я не вижу для этого никакой реальности правовой и даже политической в стенах Верховной Рады на сегодняшний момент, да и в обозримом будущем. Вряд ли 300 голосов под национальную автономию соберется. Это вот мое мнение. Да? Это первое. Второе, само по себе понятие изменения статуса Крыма в сторону национальной автономии для коренных народов в том понимании, в котором вкладывает в том числе и комментатор, и Меджлис крымско-татарского народа, на мой взгляд, просто-напросто сыграет роль, ну, нового детонатора напряженности на полуострове. Потому что даже теоретическое рассуждение об этом, ну, ничего хорошего не придаст. Потому что сразу возникает вопрос, а национальная автономия на какой территории? На территории всего Крыма, отдельных районов Крыма. Как это вообще все будет происходить? Ну и давайте посмотрим на цифры соотношения национальных общин в Крыму. Я не очень уверен, что община, которая располагает 13% населения, общего числа населения в Крыму, может все-таки претендовать на звание и на статус национальной автономии на территории всего полуострова. Это как бы вот как такое заключение, да, я могу сказать. Но лучше, мне кажется, учитывая вот ту юридическую реалии, точнее юридические, которые сталкиваются впрямую между собой, а российская и украинская международные юридические реалии сталкиваются в этом вопросе между собой, то, безусловно, лучше ничего не менять, потому что иначе это только усложнит и без того очень сложную проблему, которую мы все имеем с Крымом и с пониманием того, в каком статусе он сейчас находится. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Севастьянов, крымский историк и политолог. Говорим мы сегодня в День Конституции Украины об украинской конституции и о том месте, которое занимает автономия Крым, да, автономная республика Крым в основном законе Украины. Ну, давайте подробнее поговорим непосредственно об основном законе Украины. К нашему разговору подключается Виктор Каспрук, украинский политолог, колумнист и публицист. Виктор, добрый день. Доброго дня. Итак, давайте поговорим мы о Конституции Украины в день ее рождения, получается, да? Давайте поговорим о том, как принималась Конституция Украины, почему аж 96-й, почему столько времени прошло с момента провозглашения независимости Украины, так долго шла работа над Конституцией. Ну, були великі протиріччя між партіями на той час, бо досить значну силу мали ліві партії, які взагалі не сприймали Україну як незалежну державу і пропонували залишити навіть назву УРСР. Тому ця Конституція стала наслідком великого компромісу, великого стиску з боку тодішнього президента Леоніда Кучми, який за будь-яку ціну хотів, щоб вже в 96-му році Україна мала свою Конституцію, що було логічно. Тобто Конституція, можна сказати, вона була наслідком великих компромісів, великих зусиль, і на загал вона була і є одна з найкращих конституцій в світі. А от як вона виконується, це вже інше питання зовсім.
Какое значение имеет для украинского общества Конституция, если говорить о собственном опыте, да, что я наблюдал вокруг себя в Крыму, а я родился в Крыму, ну, менялось отношение и к Дню Конституции, да, к официальному празднику, и к самому документу. Вот с течением времени все более и более осознанно люди подходили, да, к оценке этого документа и все чаще на него ссылаясь, защищая свои права. Вот по вашим наблюдениям, как меняется отношение в украинском обществе к основному закону? Я думаю, що те, що Україна, попри всі політичні проблеми, негаразди, намагається все-таки жити за Конституцією, це великий плюс. Оскільки Конституція – це вона не тільки закон, який гарантує права українцям, а це те, що регламентує їхнє життя. Країна без Конституції може жити теж непогано. Прикладом є Ізраїль. Але в українському варіанті Конституція дала народу сподівання на те, що в Україні щось можна змінити на краще, і що крок за кроком таке покращення колись таки стане можливим. Практически после каждой смены власти в Украине, да, те, кто приходит к этой власти, они пытаются тем или иным образом изменить Конституцию. Мотивация для этого излагается разная. Да. Давайте поговорим о том, насколько легко или просто внести изменения в украинскую Конституцию. А вопрос этот важен тем, что наша аудитория большой частью находится на территории Крыма, да, а Крым сейчас находится временно под контролем России. А вот в той реальности, в которой существует наша крымская аудитория, да, там очень легко оказалось поменять Конституцию для того, чтобы один и тот же человек мог в дальнейшем избираться, ну уже получается неограниченное количество раз, да, вот то самое обнуление наблюдала наша аудитория крымская не так давно. Давайте поговорим о том, насколько легко или сложно внести подобные изменения в Конституцию Украины. Ну, з одного боку, маючи політичну більшість, підтримку політичних партій, це не так складно зробити, навіть в українському варіанті. З іншого боку, це зробити складно, оскільки Кучма хотів пролонгувати свої повноваження у 2004 році, йому це не вдалося під тиском суспільства. Тобто українське суспільство перекриває шлях до узурпації влади, яким може бути третє, четверте чи п'яте президентство, так як ми бачимо. То есть так украинское общество доказало тезис самого Леонида Кучмы о том, что Украина — это не Россия? Так, я з цим згоден, я пам'ятаю, навіть була книжка з такою назвою. Тобто Україна дуже поволі, крок за кроком наближається до тих стандартів, які ми бачимо в розвинених країнах Європи. Десь ми відступаємо, десь ми намагаємося йти вперед, але прогрес за ці 25 років, він очевидно. І ми маємо абсолютно інше суспільство, ніж було в 1996 році, яке було однозначно більш комуністично орієнтовано. Зараз це прослідковується в дуже невеликій мірі. Давайте в продолжение нашего разговора послушаем еще один комментарий Эскендера Бариева. Мы перед нашим эфиром связались с ним и поговорили о тех изменениях, которые предлагаются в Конституцию Украины в разделе Крыма. Да, говорили мы о перспективах создания крымско-татарской автономии. И давайте послушаем, на каком этапе находятся наработки вот этих изменений в основной закон, и продолжим. Ну, в свое время была создана рабочая группа при Конституционной комиссии. Кстати, сейчас Конституционная комиссия не существует, ее ликвидировали. И та рабочая группа, куда входили и юристы украинские, и политики, эксперты, соответственно, нарабатывали изменения в данный раздел Конституции. Но я думаю, мое субъективное мнение, что мы к этому можем дойти поэтапно. Но в первую очередь нам в целом нужно хотя бы исполнить 92-ю статью Конституции Украины. То бишь урегулировать законодательно вопрос с коренными народами и обеспечить правами коренные народы. И сегодня президент Украины подал проект закона о коренных народах Украины непосредственно в Верховную Раду. Мы надеемся, что в ближайшее время данный законопроект будет принят Верховной Радой Украины, и, соответственно, мы войдем в правовое поле и, соответственно,
мы тогда, учитывая ряд процессов, когда нужно будет внести ряд изменений и дополнений в законы Украины, соответственно, в том числе к этому моменту украинское общество и украинский политический истеблишмент созреет к тому, что все-таки нужно привести в соответствие и основной закон Украины, то есть Конституцию Украины. Это был комментарий Эскендера Бариева. Мы возвращаемся к разговору с Виктором Каспруком, украинским политологом, колумнистом, публицистом. Он с нами на связи по телефону. Виктор, слышите ли вы нас? Так, чую. Да, давайте теперь поговорим о том, вот в военное время, да, уже 7 лет длится вооруженная агрессия России против Украины, 7 лет длится попытка аннексии Крымского полуострова, 7 лет длится оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Конечно же, в это время очень много говорится о необходимости или не необходимости принятия тех или иных изменений в Конституцию Украины. С одной стороны, вот сейчас идет дискуссия на материковой части Украины относительно создания крымско-татарской автономии. С другой стороны, изменения в Конституцию Украины требуют от Украины, да, по условиям Минских договоренностей. И вот очень сложно эти вопросы. Да? Давайте поговорим об этом. Могут ли изменения в Конституцию Украины стать инструментом для решения того конфликта, в условиях которого ми живемо? Я думаю, що так, але тут треба чітко розрізняти. Якщо ми говоримо Кримський півострів, так вирішення проблеми кримсько-татарської національної автономії, вона мала вирішитись давно. Чому попередні президенти якось не звертали на неї увагу, мені не зовсім зрозуміло. Якщо ж говорити про автономію Донбасу, так немає такого корінного народу, як донбаський народ чи донбасята. Тому мені здається, що автономія Донбасу є штучно придуманою Росією для того, щоб знизити контроль України над своїми територіями. У нас вот есть еще одна цитата Эскендера Бариева. Он говорит об актуальности, да, насколько своевременно эта дискуссия о смене статуса Крымского полуострова в то время, пока Крымский полуостров временно оккупирован. Давайте послушаем. Я опять же пример приведу на обычном законопроекте о коренных народах. Очень много, скажем, так называемых экспертов выступали о том, что вот закон о коренных народах не нужен, потому что там начинали, не понимая даже международное право, международное понимание вообще коренных, пытались все смешать в одну кучу национальные меньшинства и коренные народы. В итоге мы в свое время, еще в 2014 году говорили, что закон о коренных народах Украины, его можно отнести к законам, к ряду законов, так называемых деоккупационных. Как вы видите, какая была реакция на самом высоком уровне страны-агрессора, на уровне президента, на уровне Государственной Думы Российской Федерации, которая отреагировала на регистрацию закона президентом Украины, закона о коренных народах. То есть, когда мы хотим четко понимать, что мы хотим, какую модель мы хотим построить, и хотим обозначить, что мы действительно демократическое государство и правовое, в котором нет правовых коллизий, тогда мы должны приводить в соответствие каждую статью Конституции, и в соответствии с Конституцией вырабатывать, принимать законы. Поэтому, на мой взгляд, это вполне актуально. Это вполне даже актуально в рамках и Крымской платформы, потому что для того, чтобы нас поддерживали наши международные партнеры, они должны четко понимать, что на уровне или внутри украинского государства есть четкое понимание, есть четкое видение и есть как визия, так четкое понимание, как дальше будет развиваться Украина и как будут защищены права всех категорий граждан нашей страны. Это был комментарий Эскендера Бариева. Мы продолжаем наш разговор с Виктором Каспруком. Виктор, и давайте поговорим о том, насколько вообще, да, вот я задавал уже этот вопрос, немного его перефразируем, насколько День Конституции Украины для украинцев стал праздником, насколько украинцы стали гордиться этим документом, либо, да, не ощущается этой тенденции, потому что вы уже говорили о том, что написана она очень хорошо, но вот уровень исполнения этой Конституции, да, здесь уже есть вопросы. Так вот, отношение українців к основному документу як міняється? Я думаю, що ставлення до Конституції може змінитися, якщо вона буде виконуватися. Наразі ми можемо сказати, що комуністична влада, яка була в Україні до
91-го року вона замінена на владу олігархічну. Український народ на своїй шкурі відчуває ті негативні переміни, які дала олігархія за ці останні роки. Тому, на жаль, ми бачимо, що дві революції, які були проведені в Україні, вони не змогли демонтувати систему олігархічну, вони не змогли демонтувати посткомуністичну матрицю. І пересічні громадяни України це чудово розуміють, тому що рівень життя, який перманентно знижується, все саме тому, що олігархія все більше і більше має апетити стосовно грабування України. Тобто, я б сказав, що День Конституції – це буде святом майбутнього, коли ми побудуємо Україну, яка буде домом для всіх. Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Виктор Каспрук, украинский политолог, колумнист и публицист. И в завершении нашего сегодняшнего разговора хотелось бы привести две цитаты из недавнего интервью «Радио Свобода». Это глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Он заявил, что Конституция Украины – одна из самых лучших конституций, которая есть в Европе. Давайте послушаем. Коли кожен з нас буде розуміти, що це не якась просто книжка, це не якась ефемерна конституція, а це моя конституція, конституція, за якою я живу, закон, за яким живе моя держава, ми будемо сприймати це абсолютно по-іншому. Це не просто вихідний день, це не просто червоний день календаря, а це насправді день однієї з найкращих конституцій, яка є в Європі. Відверто можемо про це говорити. І сьогодні багато те, чого ми маємо або до чого ми прагнемо, ну, наприклад, ми ж всі з вами прагнемо стати членом Європейського Союзу, членом НАТО. І якщо ми про це говоримо, то це також закріплено в нашій Конституції. Це як пазл. Якщо ви приберете сегмент, то у вас картина буде вже неповна. Ви не зможете повністю зібрати цей або конструктор, або пазл, який буде працювати. Тому що кожна стаття, а іноді кожне слово в нашій Конституції настільки виважене, настільки правильно прописане, що якщо ви приберете, знаєте, з кому або слово, це буде дуже сильно впливати на суть цього документа. Дмитрий Разумков также отметил, что нынешний парламент может рассмотреть изменения в Конституцию Украины, если они будут важны для жизни украинцев. Коли складався текст Конституції, це було 25 років тому, і дещо дійсно змінилось, але ті речі, про які ви говорите, вони фактично були закріплені ще тоді. Якщо ви говорите про зміни, да, дійсно вони вносились в Конституцію, але давайте пригадаємо, зміни до Конституції, ну, це непростий процес. Насправді, сьогодні говорити, чи це буде протирічити Конституції чи ні, трохи зарано. Можна виписати так закони, що навіть в діючих межах, в діючих нормах Конституції це буде відповідати їм. Але об'єктивно, якщо ми будемо бачити систему, яка повністю буде вирішувати проблеми людей, і нам буде після цього необхідно внести зміни до Конституції, і суспільство це також буде підтримувати, то я впевнений, що як і за багато інших законопроєктів, які знаходяться і знаходились на розгляді Верховної Ради України, ми можемо отримати і 300 голосів, а може навіть і більше. Тут не повинно бути політики, тут повинна бути охорона здоров'я і забезпечення найціннішого, що є в кожній державі, це здоров'я і життя наших громадян. Итак, это были фрагменты интервью главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, украинской службы «Радио Свобода». С полной версией этого материала вы можете ознакомиться на сайте украинской службы «Радио Свобода», можете ознакомиться на YouTube-канале «Радио Свобода». Также хотел бы сказать, что если вам есть что добавить в сегодняшней нашей беседе, если вы хотели бы поучаствовать в дискуссии относительно статуса Крымского полуострова в Конституции Украины, пишите, звоните нам, все наши контакты есть на редакционной почте. Крымский вечер вместе с вами провел Сергей Макрушин. Встретимся завтра утром в программе «Крымское утро». Не пропустите в 8:00 по Симферополю и Киеву, в 13:00 по Симферополю и Киеву «Крымский вопрос» с Александром Янковским. Ну и «Крымский вечер», конечно же, в 18:15. Пишите нам, звоните нам, все контакты есть на сайте Крым Реалии. Мы есть в социальных сетях, всегда рады общаться с вами. Всего доброго, будьте здоровы.